Якутия одна из первых подняла проблему людей, попавших в трудную жизненную ситуацию и ночующих из-за этого на улицах столицы Якутии. Чтобы понять причину и найти пути решения, уполномоченный по правам человека в Республике Саха Сардана Гурьева совместно с Министерством внутренних дел инициировала проведение социальных акций «Путь к дому», куда были привлечены представители всех уровней власти от муниципалитета до Министерства здравоохранения Якутии. Мы хотим еще раз акции «Путь к дому» привлечь внимание общества, внимание властей и Республики Саха-Якутия, и органов местного самоуправления, общественных организаций, других институтов гражданского общества к проблеме, к тому, что вот у нас действительно надо помогать тем людям, которые вышли из мест лишения свободы. Вот их большинство есть среди тех людей, которые ведут социальный образ жизни, которые желают вернуться в нормальную жизнь. Первая акция прошла в конце августа. Тогда обратилось 75 человек. Оказалось, что из общей массы обратившихся 18 человек оступились в жизни и не знали, что делать. Именно та категория, попавших в трудную жизненную ситуацию. Им была оказана действительная помощь. Мне жить негде. Я не хочу ходить под забором валяться. Я не бич. Человек я добросовестный, трудяга. Случайно подошел с человеком, познакомился, и он мне помог, что взял, так как мне жить негде. За помощью обратилось 75 человек. А сколько их таких по городу Якутску, его пригороду и в районах? Учет ведется настолько, насколько это возможно, силами МВД и УФСИН. Но точное количество вряд ли кто-то сможет сказать. В Якутске прошла вторая акция «Путь к дому» для людей, которые по той или иной причине оказались за бортом нормальной человеческой жизни. Проводя вот эту акцию, мы являемся, Министерство внутренних дел по Республике Саха-Якутия является соорганизаторами. И на сегодняшний день уполномоченный по правам человека в Республике Саха-Якутия Сардана Михайловна Гурьева пытается повернуть все организации, учреждения, ведомственные, в том числе общественные организации, благотворительные организации, чтобы они откликнулись, увидели, что эта проблема есть и надо помочь. Есть и те, кто действительно оказался в сложной жизненной ситуации в силу определенных причин. И не обязательно виной тому пьянство, наркотики или другие общественные пороки. Акция «Путь к дому» проводится в том числе, чтобы помочь тем, кто желает изменить свою жизнь. Бездомных на автобусе увозили на санобработку и флюорографическое обследование. Их отмыли и одели по сезону. В Якутске есть с десяток некоммерческих общественных организаций, а государственный лишь один – Терех. Здесь люди данной категории могут получить медицинскую помощь. В итоге бомжи стараются попасть именно сюда. В отличие от некоммерческих организаций, в Терех им не приходится отрабатывать крышу над головой, а работать, как выяснилось, никто из обратившихся не желает. Акция носит добровольный характер. Те, кто желает на самом деле вот реально, чтобы у них в жизни произошли изменения, им оказана помощь, а, к сожалению, часть людей, они потом уже дальше пошли злоупотреблять спиртными напитками. И такие случаи у нас, к сожалению, имеют место быть. Поэтому сегодня остро ставится вопрос открытия медицинского вытрезвителя на территории города Якутска. Опыт других субъектов показывает, что это вопрос решаем. И на самом деле, конечно, они являются муниципальными учреждениями. Среди бомжей много таких, кто оказался на обочине жизни не по своей воле. Человек без документов и прописки не имеет шансов найти работу и жилье. Поэтому в Якутске есть ряд центров, работающих на общественных началах. Занимаются реабилитацией людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Немного, правда, по другому принципу. Там, чтобы проживать в комфортных человеческих условиях, приходится усердно молиться или работать. Пытаемся людям помочь, то есть, да, допустим, если у человека есть желание там пойти куда-то учиться, там пойти еще что-то, то есть мы всегда в этом плане помогаем. Вот у нас есть свадьбу устраиваем, люди женятся, живут, вот у нас семейная пара живет, да, Андрей там Петров и Сардана, то есть они здесь уже несколько лет в центре, да, они здесь встретились, понравились друг другу, полюбили, то помогаем людям во всем, если у человека есть желание, но если у человека нет такого желания, то есть, ну, здесь мы уже, как говорится, бессильны, если у человека нет желания. Если, главное, что если у человека есть желание, то с нашей стороны помощь будет оказана. Ну, труд всех облагораживал, поэтому мое мнение стопроцентное, что чем больше они работают, тем меньше у них есть время на дурь в голове. Тем меньше, я вам серьезно говорю, что когда мы завалены работой, аврал у нас идет, даже не вечером приходят, они уставшие, поужинали, что-то поиграли тут в нарды, что-то посмотрели телевизор, еще что-то, пообщались между собой с телефонами и так далее. Вечером спать легли, вы думаете, все убежали от вас?
Нет, они просто спят уже. Но некому же убирать наши помойки, некому убирать наши подъезды и так далее, потому что это, такая низкооплачиваемая работа. А почему бы им, раз они дошли до такой жизни, не работать дворниками? И это не унижает их достоинство. Всякая работа хороша. Но если вы дошли до такой степени, если вы допились, если вы так опустились, давайте как-то подниматься. А почему надо подниматься сразу с высокого? Почему им сразу зарплата 50 тысяч? Люди, которые нормальную вышку заработали, они не алкоголики, не наркоманы, они там стремились, они там по лестнице какой-то шли, вот у них зарплата полтинник. А с чего им-то давать эту зарплату-то 50? Вот пусть идут за 10, за 15 подметают. Лично нормально. И заняты меньше дури. И я считаю, что какие-то денежки. Что можно просить от государства? Что можно просить от государства? У нас полно больных людей, детей полно. Ими, в первую очередь, наверное, государство будет заниматься, а не нами, правильно? Поэтому мы в основном сами самостоятельные. Якутская региональная общественная благотворительная организация «Линия жизни» также оказывается содействие в восстановлении социально полезных связей, утраченных документов и оформлении социальных пособий и пенсий. В случае отсутствия жилья оставляет у себя в общежитии на необходимый период времени. Кроме этого, каждому обратившемуся оказывается содействие в трудовом устройстве и помощь в восстановлении профессиональных навыков. В основном, конечно же, это люди бездомные, тем, куда пойти некуда, ведущие асоциальный образ жизни, то есть люди зависимые, в первую очередь, их большинство зависимые от алкоголя. То есть те, которые из социума, так мы скажем, выпали, да, они бродяжничают, у них потеряны у большинства, как правило, связи с родственниками, с какими-то знакомыми. Вот они в новом кругу, так называемом, бродяжничают и попадают вот к нам. Большинство, конечно, это вот такой контингент. В первую очередь у нас человек получает сначала срочную социальную помощь. Она выражается в том, что приходит человек с улицы грязный, голодный, где-то местами даже не совсем трезвый. То есть он у нас проходит санобработку, это моется, меняет одежду на чистую, естественно, там, если совсем непригодно, то все это сжигается, да, в чем он пришел. Соответственно, получает горячее питание, и если нужно, ложится, отдыхает, отходит там в течение нескольких дней, бывает, да, встает только покушать. И все, и немножко в себя прийти. Если человек нуждается у нас в восстановлении документов, мы восстанавливаем документы, в первую очередь это паспорт, да, и дальше там кому необходимо. Кому-то медполис, кому-то СНИЛС, кому-то ИНН и так далее. У нас, допустим, четких критериев, что пришел человек, да, и он в его должностные, так скажем, обязанности, конечно же, не установлены, да, и какое-то определенное время для того, чтобы там проживать, значит, нужно сделать там то-то и то-то и то-то. Этого, конечно же, нет. По мере, значит, нуждаемости, да, в каких-то там моментах материальных, еще в чем-то, мы подыскиваем работу. Она, как правило, неквалифицированная, да, это дворники, где-то грузчики, где-то там помочь подсобные рабочие. То есть есть работа, человек по силам может, он пошел, где-то поработал, допустим. Поэтому такие центра похожи на нас, да, и в настоящее время не пустые. То есть такими людьми занимаемся мы, им есть куда пойти, как правило, информация о таких центрах, местах, там, да, люди ей владеют, те, кто вот ведет бродяжничий образ жизни по городу, то есть они знают. Если бы не было, конечно, нужды у этих людей в доме, да, и, соответственно, нас бы, наверное, тоже не было. Просто нужно принять то, что наличие вот таких людей, они будут и никуда не денутся. В любом случае ими нужно заниматься, с ними нужно работать, их нельзя оставлять за бортом, отталкивать куда-то. Им нужно создавать условия для того, чтобы они вели полноценную, нормальную человеческую жизнь в рамках, вот, допустим, мы можем сказать, там, допустим, центра, да, там, где человек будет себя чувствовать человеком, по крайней мере.
А есть в городе общественная организация социальной защиты горожан, склонных к употреблению психоактивных веществ и реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. «Алмаз». Там постояльцы проходят ресоциализацию по 12-ступенчатой программе. И мы берем людей не прямо с улицы, а людей, уже прошедших медицинскую реабилитацию через РНД, через Красную Якутию. Если они прошли их программу, то мы берем. И в основном у нас контингент алкозависимые и наркозависимые. И у нас программа рассчитана 6 месяцев в сельскохозяйственной коммуне, там ресоциализацию проходят, и 6 месяцев социальной реабилитации. Здесь в городе уже трудоустраиваем, кому уже идти после нас, находим место, где он может в арендованное жилье, в семью кто возвращается, работаем с созависимыми. У нас психологи очень сильные, в основном психологи работают. Такие люди, как правило, не имеют документов, имеют проблемы со здоровьем, не имеют постоянного места жительства, вследствие чего не могут интегрироваться в социум и, проживая на улице, часто получают тяжелые формы обморожения в зимний период. Поэтому вопрос таких центров стоит остро. Центры, по сути дела, которые возвращают людей к этой жизни, они работают самостоятельно. И сама жизнь им подсказывает те виды работ, которые востребованы. И та схема, которая у них жизнеспособна, мы с вами видим. Сегодняшний центр, допустим, работает Пинуэл с 2011 года, «Алмаз» тоже, но это реально при поддержке республики, он работает с 2015 года. Линия жизни тоже работает примерно так же с начала 10-х годов. Соответственно, эта система, она жизнеспособна. И нам надо анализировать виды услуг, которые они делают, и, собственно говоря, понимать, какие могут быть нормативные решения для того, чтобы такие центры реально могли получать возмещение. Налаживание системы работы в сфере здравоохранения. Это связано с тем же первичным медицинским осмотром, это и организация флюорографии, и последующее лечение. А мы сегодня ведем речь о государственном подходе, мы говорим о системе организации таких работ, и через это мы выходим на эффективность деятельности. Сколько же всего проходит человек через стены подобных центров, людей без определенного места жительства, сказать сложно, хотя и ведется учет. Цифровизация вашего бизнеса, квалифицированная электронная подпись, все виды бухгалтерского учета, кассовая техника – все это на гарантии универсального программного сервисного центра компании «Россиб». Город Якутск, улица Ленина 4/2, офис 402, телефоны 42 11 44, 42 11 33. Если компетентные органы вам не оказали экстренную помощь, обращайтесь по телефону горячей линии уполномоченного по правам человека в Якутии 507 363 с 9:00 до 17 часов в рабочие дни.